Добрый день, меня зовут Раиса Зубарева, и вы на канале Движение за независимый Саха. Давайте мы сегодня с вами поговорим о продолжении скандала, связанного с высказыванием депутата от партии «Новые люди» Александра Иванова на парламентской сессии. Уже месяц прошел, а они все никак успокоиться не могут. Ну, раз не могут успокоиться, значит, будем обсуждать. Сразу же после высказывания Александра Иванова депутат ЛДУМН Александр Подголов написал донос. Ну, как бы не совсем донос. То есть он не писал его тайно, он написал его открыто. То есть, по сути, это была жалоба, но по духу это больше напоминало донос. Спешу донести, что называется, до вашего сведения, да? Видимо, так начинались слова Подголова. Подголов сам, Александр Подголов, которого многие в республике знают как этого вечного подростка, хотя он уже далеко не подросток. Да? Его так называют, потому что он много лет руководил ассоциацией подросток. Так вот, Подголов еще лет 20 назад был довольно смелым и в высказываниях, и в действиях, и таким довольно несгибаемым. Да? Никакие скандалы его не сломили. У него был скандал с поддельным документом, и у него еще был большой скандал с превышением должностных полномочий. Но ничего, выстоял и даже вернулся в качестве депутата в парламент республики. И что сейчас? Что мы видим? Мы видим, как он изменился. Откуда, вот у меня вопрос, откуда он приобрел такую уникальную способность поворачиваться туда, куда дует ветер? Вот такой себе, значит, политический флюгер, готовый в любой момент изменить курс, лишь бы угодить начальству и остаться в правильном лагере. Что полезного делает Подголов сейчас? Что полезного делает Подголов? Ничего. Зато он стал единственным депутатом, кто написал жалобу на Иванова. И там еще вот была такая формулировка. Эмоционально окрашенные обвинения в адрес исполнительной власти. Эмоционально окрашенные обвинения. То есть то, что у нас в республике происходит геноцид, то, что умирают молодые мужчины, то, что Якутия, Республика Саха стала практически колонией Москвы, то, что у нас уничтожается природа, это все, по мнению Подголова, эмоционально окрашенные обвинения. Ну, Подголов показал себя таким идеальным служкой, да, что начальник ему велел, что начальство ему велело, то он и исполняет. На самом деле это не очень, скажем так, красивое зрелище. Ну и по итогу этой жалобы в Илтумене устроили настоящий товарищеский суд над Ивановым. Обвинили его в том, что он подрывает основы взаимного уважения и дестабилизирует политическую обстановку в Республике Саха. И вдобавок ко всему Иванова назвали хайпажором. Мне не совсем нравится это слово, ну вот как есть. Да, сам Иванов потом в своих видео говорил, что его назвали хайпажором. Вот, по-моему, это вот какое-то оскорбительное слово. Я не очень люблю его. В свою очередь, Иванов тоже написал жалобу на того человека, депутата, кто назвал его хайпажором, я уже не помню его фамилию. Вот, и открыто заявил, что извиняться не будет, поскольку он сказал, что это его ответственность критиковать власть тогда, когда это нужно. Тогда, когда власть нуждается в критике. Дальше. Что было после этого? Да, после этого, на фоне вот этой всей вакханалии, бывший президент Республики Саха Егор Борисов тоже высказался в духе, значит, нельзя критиковать власть. На последнем собрании «Деревня – это богатство нации», так называется, да, собрание, на этом последнем собрании он сказал, что ну, это было не высказывание, это было вот своего рода либо предостережение, либо угроза. Он сказал, что вот подобная же критика в 30-е годы привела к тому, что были репрессированы основатели якутской государственности, сказал он. На мой взгляд, Борисов перекладывает
ответственность, да, то есть он говорит о том, что виноваты не палачи и не власть, а сами граждане, которые слишком много жаловались. Вот его слова. Жалобы, доносы, анонимные публикации становятся повседневным явлением. Их автор как будто напрочь забыли, что из-за таких же действий были репрессированы и преданы забвению почти все основатели государственности нашей республики. То есть Борисов фактически подменил ответственность. Не власть виновата в репрессиях, а народ, который посмел недовольствоваться. Также он отметил, что больше всего критикуют бывшие чиновники, обласканные властью кадры, отошедшие по разным причинам. И все эти жалобы – это не что иное, как политический заказ или личная обида. Непонятно, по каким причинам Борисов так высказался. Что это вообще было? Или это был политический заказ со стороны Николаева, или это недальновидность самого экс-президента Республики Саха. Почему политический заказ со стороны Николаева? Ну, потому что после того, как выступил в защиту Николаева этот псевдогерой Тута, значит, все на Николаева еще больше критики полилось. И мы говорили о том, что ему больше неким прикрыться, да, кроме вот такого вот так называемого героя СВО Туты. И Афанасий Максимов высказывался, да, о том, что негоже крупному политическому деятелю прикрываться обычными, значит, гражданами. И Паскачин тоже об этом писал. Паскачин тоже об этом говорил, что больше неким, значит, свой политический статус закрепить, поддержать, то есть, да, больше некому поддержать Николаева. Да, вот мы об этом говорили, столько критики вылилось, и теперь тут убрали, задвинули сразу, он замолчал, больше никто из военных вообще не высказывался, да, в поддержку Николаева. Зато высказался Егор Борисов. И, дескать, таким образом он и поддержал Николаева, и усилил вес, да, Николаева, и того, что Николаев делает. Вот, но на самом деле выглядело, конечно, довольно странно. Довольно странно со стороны Борисова, потому что Борисов, насколько я знаю, еще тот националист. Борисов очень трепетно, нежно относится к республике и к людям, которые живут в республике Саха. Вот, насколько я знаю. Поэтому для меня, конечно, это выступление было очень странным. Может быть, хотелось бы, чтобы это все-таки было предостережение, вот, а не угроза и не подыгрывание Айсену Николаеву. Вот. Еще что произошло, вслед за товарищеским судом у нас, значит, началось уголовное дело в отношении Паскачина. У Паскачина нашли незарегистрированное оружие. Помните, когда во второй, по-моему, парламентский день, или в первый день парламентской сессии не было Паскачина, где он был, его доставляли в отделение полиции, и все-таки сейчас новость вышла о том, что на Паскачина завели уголовное дело по статье 222 «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношение боеприпасов к огнестрельному оружию». Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый в неустановленном месте приобрел 72 патрона, предназначенные для стрельбы из стрелкового боевого огнестрельного оружия с нарезным каналом ствола. Он незаконно перевозил, хранил их в сейфе для хранения охотничьего оружия. Ну, они сослались на то, что в Российской Федерации запрещен оборот в качестве гражданского и служебного оружия патроны с пулями или пуль трассирующего действия. Вот они на это сослались. На самом деле все это высосано из пальца. Оружие и патроны у нас есть у каждого уважающего себя охотника. Это получается у нас практически... А охотники у нас каждый второй Саха. Это получается, у нас полиция может прийти в дом к каждому второму мужчине в республике, изъять у него оружие, изъять у него патроны и обвинить его в незаконном хранении и обороте и приобретении. То есть получается, каждый второй человек у нас, каждый второй мужчина у нас может попасть под уголовную статью. Мы традиционно нация охотников. Традиционно нация охотников. Но, в общем, нашли к чему прицепиться. В общем, нашли, как заставить замолчать. Ну и последняя вот такая, последний штрих
последняя зарисовка к этому делу, которая так завершает эту картину. Ну, мы, конечно же, будем следить и дальше, да, что происходит. Но вот на сегодняшний день завершающий такой штрих – это то, что на играх Манчары в Татицком Улусе на открытии, на выступлении, значит, главы Николаева стадион его не встретил аплодисментами, как это обычно бывает везде. Вот. То есть вот вам отношение жителей Республики Саха к их главе, к их Илдархану Айсену Николаеву. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо. Встретимся уже на этой неделе.